Здравствуйте, мальчишки и девчонки! Неужели прошло 2 недели? Да, и мы готовы показать нашим зрителям порцию хороших новостей. Кстати, Никита, совсем недавно отмечался Международный женский день. Ты поздравил своих подруг, одноклассниц, учителей, бабушек, маму? Конечно, поздравил и подарил небольшие подарки. Молодец! А я побывала в ЦДТ на благотворительном концерте в честь праздника. И хочу сказать, что добрые дела – хорошая традиция, которую поддерживает телекомпания СТВ. В последнее время помогать людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, стало делом многих горожан. И в сегодняшнем репортаже мы хотим рассказать о том, как наши старшие коллеги организовали 8 марта концерт в помощь детям, нуждающимся в лечении. Героями мероприятия стали совсем еще юные Урал Сулейманов и Вероника Толмачева. Идея таких благотворительных концертов возникла у коллектива телекомпании СТВ уже очень давно. И своим традициям наши наставники не изменяют по сей день. В Международный женский день дорогих женщин поздравляли не только взрослые, всеми любимые артисты, но и юные таланты. Расскажи, пожалуйста, ты в первый раз участвуешь в благотворительных концертах? Нет, я не в первый раз. Уже мы с нашим коллективом мы участвуем уже, наверное, 4-й или 5-й раз. Точно не помним. Вот, мы стараемся на всех участвовать, так как это все-таки поддержка детям больным, и все-таки помогать нужно это и материальная, и духовная поддержка, потому что мы даем надежду со всеми нашими концертами. В благотворительном концерте мы с нашей группой «Эйфория» участвуем уже давно. Стараемся не пропускать эти концерты, приносить людям радость, оптимистичный настрой и, конечно же, поддержку. Благотворительность – это помощь людям, которые действительно нуждаются в ней. Это поднятие духа, материальная поддержка. И вообще это поддержание людей, наверное, в необходимый момент. Надо как-то, каким-нибудь образом помогать таким людям, быть благодарным в этой жизни. И я считаю, что это святое дело. Что для тебя значит слово «добро»? Это прежде всего что-то светлое, что-то такое естественное, которое должно преобладать в каждом человеке в наше время. Отрадно, что в нашем городе есть детские коллективы, которые с огромным желанием и удовольствием постоянно выступают на благотворительных концертах. А вот команда черлидеров хоккейного клуба «Горняк» впервые приняла участие в подобном событии. Своим номером ребята зарядили зрителей спортивным азартом. В благотворительном концерте мы участвуем первый раз, и мы очень рады, что нас пригласили. Во-первых, это помощь людям, а во-вторых, выступить все равно приятно. Что лично для вас значит слово «благотворительность»? Это значит помочь людям, которым в жизни не так сильно повезло, как остальным, и это как сделать добро и принести частичку добра этому миру и помочь людям по-настоящему, чем мы можем. Мы очень рады, что мы можем хоть чем-то, что-то сделать для людей, да. Благодаря концерту удалось собрать 42 тысячи рублей. Директор СТВ Артур Умидбаев и руководитель Центра иностранных языков «Санрайз» Ахмед Саид вручили конверты с деньгами мамам Вероники и Урала. Между ними деньги были поделены поровну. Творить добро иногда не просто полезно, но и приятно. Своими ощущениями после концерта поделились и самые юные благотворители. А ты знаешь, что такое добро? Да. Что? Это когда делаешь все хорошо, помогаешь всем. Ты любишь помогать? Да. Очень душевный вечер завершился. Время пролетело незаметно. А мы, в свою очередь, хотим сказать нашим сверстникам, что вы тоже можете стать частью этой бесконечной цепочки добра. Ведь каждая искорка разгорается в душе, и ты можешь поделиться этим теплом с тем, кто в нем так нуждается. Милана Семрякова, Оксана Михайлова, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. Никита, что для тебя значит Международный женский день? По-моему, это еще один повод сделать так, чтобы на лицах девочек и женщин расцвели улыбки. Кстати, после концерта я расспросила ребят о том, что для них значит 8 марта, и вот что из этого вышло. Сегодня 8 марта, Международный женский день. Кого бы ты хотела поздравить? Мам, Давай. поздравляю тебя, мам. Желаю счастья, здоровья, любви, красоты и всего хорошего. Дорогая мама, желаю тебе здоровья и счастья, чтобы ты долго жила. Очень сильно тебя люблю.
Я бы хотела поздравить свою маму и своих любимых учителей. Хочу им пожелать успехов во всем, во всех их начинаниях, здоровья, это самое главное, счастья и терпения им огромного. Я хочу поздравить свою любимую маму, бабушек, учителей. Желаем им здоровья, счастья, семейного благополучия и всего самого-самого прекрасного. Кого бы ты хотел поздравить с 8 марта? Маму. Что бы ты пожелал? Желаю счастья, здоровья и чтобы она была красивая и всегда добрая была. Желаю маме, сестре, бабушке, чтобы они никогда не болели, счастья, чтобы мы с ними постоянно виделись. Я бы хотела поздравить свою маму и желаю ей счастья, здоровья и долгих лет жизни. Хочу поздравить свою маму. Я ей желаю долгой жизни, счастья. Ну, пусть она оставалась такой красивой, хорошей, доброй и трудолюбивой. Свою маму бы я хотела поздравить ее с праздником. Что бы ты ей пожелала? Счастья, любви, улыбок, здоровья. С праздником. Я хочу поздравить мою дорогую мамочку и пожелать ей счастья, здоровья и долгой жизни. А я, пользуясь случаем, хочу поздравить свою маму, бабушек, мою сестренку и моих учителей. Я вас всех очень сильно люблю. Оставайтесь такими же умными, красивыми, добрыми и всего вам самого светлого. Милана Семрякова, Оксана Михайлова. Специально для телекомпании СТВ. Надо сказать, у меня получилась неделя богатая на музыку. Да, я знаю, что ты побывала на концерте известного исполнителя Мота. Поделись впечатлениями. Лучше один раз показать. Смотрим. Огромное количество поклонников Мота собралось сегодня в дворце имени Рамазана в Магнитогорске на его концерте. Матвей Мельников – популярный российский рэп-исполнитель. Музыкальному миру он известен по псевдониму Мот. Ему всего 27, а в его творческом багаже верхние строчки многих хит-парадов и совместные проекты со звездами российской эстрады. Детское увлечение музыкой быстро переросло в основную профессию. В 2013 году Мот становится артистом нашумевшего лейбла Black Star. Это дает его творчеству новый виток развития. На концерте в Магнитогорске собралось огромное количество поклонников и поклонниц, чтобы увидеть своего кумира вживую. Я думаю, Мот попытается общаться хорошо со зрителями, зажгет нас. Я надеюсь, что он не зазвездился. Мы очень часто бываем на концертах, особенно в нашем городе. Мы всегда ходим в компании, потому что весело. А чего вы ожидаете от концерта? Бурю эмоций, в первую очередь. Веселье, конечно, чтобы песни попеть. С друзьями нас очень много пришло. Не каждый день к нам звезда приезжает. На концерте Мот исполнил свои самые популярные треки, такие как «Капкан», «Сопрано», «День и ночь», «92 дня» и другие. Мой друг, мы видели с тобой немало, так хотели, чтоб фанаты помнишь полный зал. Вокруг одно предательство и вал, кругом сторон сжигают пламя, мужик и капитал. Пойду за душу горя бокал, если то, что не купить не за респект и не безнал. Мой друг, рецепты знаков не пытал, не разговоров по душам, а ни о чем попало. Но вдруг тебя рядом у меня стало, все погас, эта картина прям по холодам. Мой друг. В перерыве между композициями Мот общался с фанатами и рассказывал разные истории. Сцена была небольшой, но Моту удалось раскачать зал. Все прыгали, танцевали, качали руками и подпевали. Концерт был очень мощным, взрывным и энергичным. Концерт был очень хороший, на самом деле звук был отличный. Хорошо спел, и представитель было очень хорошо. Мне очень понравилось. Милана Семрякова, Оксана Михайлова, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. Я тоже не скучала, все-таки на улице весна, солнце пригревает, и усидеть дома просто невозможно. Да? Ну и чем же ты занимался в свободное время? Весеннее настроение мне подсказало одну забаву. Я вместе с ребятами разучил стихотворение о весне. Получилось прикольно.
Снег постарел, почернел, но не горе. В шумном потоке быть ему вскоре. Солнышко щедро раскинет лучи. И зазвенят, заливаясь ручьи. Вдруг, позабыв про тетрадки и книжки, стайкой за ними помчатся мальчишки. И подбоченя степенно и важно вдаль поплывет мой кораблик бумажный. Я написала название сама. Красными буквами слово «весна». Как быстро летит эфирное время. А наш выпуск подошел к концу. Пишите нам в нашу группу ВКонтакте, которая так и называется «Новостная программа «Детское время». А с вами были очаровательная Милана Семерякова и неподражаемый Никита Полосков. Всем пока!